Следующее слово предоставляется представителю правительства Исеналиеву Максату Гульчаровичу. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, Уламбек Улайбек 26 сентября 2018 года обратился в Конституционную палату Верховного суда с ходатайством о признании неконституционными и противоречащими Конституции отдельных структурных элементов нормативно-правовых актов, в частности, абзац 12 части 1 статьи 31 Закона Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативных службах, части 3 статьи 42 Конституции, абзац 9 пункта 22, пункт 6 прим. 1 пункта 8.6, абзац 5 пункта 87 положения о порядке прохождения военной службы по контракту офицерским составом и прапорщиками в вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 25 апреля 2011 года номером 185. Абзацу 2 части 2 статьи 20, части 3 статьи 5, части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Абзац 3 пункта 91 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Кыргызской Республики, принятого законом Кыргызской Республики 7 августа 1998 года номером 116, частям 2 и 3 статьи 16, абзацу 1 части 2, части 3 и пункту 8 части 5 статьи 20, а также абзацу 1 части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Мы изучили данный вопрос, и по первому вопросу приходим к следующему выводу, что с доводами обращающие стороны не согласны по следующим основаниям. В части 1 статьи 31 предусмотрены перечень оснований, и одним из этих перечней, вот это последний абзац, является увольнение военнослужащих по иным основаниям. Помимо указанных в части 1 статьи 31 обозначенного закона, основания увольнения предусмотрены вложением. Необходимо отметить, сейчас представители законодательного органа отметили, что в отдельных нормативно-правовых актах предусматриваются правоприменительной практики вот, иные основания. И иные основания они могут быть раскрыты вот, и другими нормативно-правовыми актами, в том числе и подзаконными актами. Для правовой основы для принятия этого положения явилась статья 28 Закона о всеобщей воинской обязанности, где отмечено, что порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту, требования к военнослужащим и назначения на должности, перемещение устанавливается положением о порядке прохождения военной службы. Как мы прекрасно знаем, что ГКМБ, Государственный комитет национальной безопасности, входит в систему исполнительной власти. В соответствии с частью 2 статьи 10 Конституционного закона о правительстве, правительство вправе решать все вопросы, помимо тех вопросов, которые отнесены к компетенции ДЖОР, конечно, компетенции судебной системы.
В соответствии со статьей 17 Конституционного закона о правительстве, правительство принимает свои акты в виде постановления и распоряжений. И эти акты обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской Республики. Соответственно, иные основания были раскрыты пунктом 6 прим. 1, где военные служащие по контракту служащие в органах национальной безопасности с учетом особенностей деятельности могут быть уволены в связи с утратой доверия по решению руководителя государственного органа на основании заключения служебного расследования свидетельствующего, и предусматривается здесь перечень, где могут служить основанием для увольнения в связи с утратой доверия. Это касательно первого вопроса, который раскрывает иные основания. По второму вопросу также коротко отмечу, что в ходатайстве отмечается, что основания увольнения военнослужащего в виде утраты доверия, установленные в подпункте 6 прим. 1 пункта 186 положения, является ограничением на право прохождения гражданином военной службы. Данное ограничение не установлено законами, регулирующими вопросы прохождения военной службы. Здесь вопрос, вообще процедура и перечень оснований для, скажем, принятия на службу или перечень оснований для увольнения могут ли быть или пониматься как ограничением? Встает этот вопрос, да? Когда, допустим, военнослужащий, да, совершил проступок, который регулируется нормативно-правовыми актами, который регламентируется дисциплинарным уставом, и который подтверждается фактами и доказательствами, это вопросы увольнения и перечень оснований могут ли служить основанием для ограничения. Ограничение по смыслу и по содержанию, оно понимается, на наш взгляд, в иных случаях, когда права и свободы человека и гражданина ограничиваются к доступу к каким-либо, скажем так, действиям. Поэтому те перечни оснований, которые предусмотрены пунктом 6 прим. 1 пункта 186 положения, мы бы сказали это продолжение статьи, части 1 статьи 31, где не полностью раскрыты, могут быть раскрыты, да, основания для увольнения. Касательно третьего вопроса, вопроса о признании неконституционным и противоречащим частям 2 и 3 статьи 16, абзацу 1 части 2, части 3 и пункту 8 части 5 статьи 20, абзацу 1 части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики, абзац 3 пункта 91 дисциплинарного устава, отмечаем, что дисциплинарный устав Вооруженных сил Кыргызской Республики определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений, дисциплинарных взысканий, права командиров, начальников по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб.
Действие устава распространяется на военнослужащих вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов, которые законом установлена военная служба. Пунктом 91 обозначенного устава предусматривается, что военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток с момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу. То есть, когда у военнослужащим ставится в известность, что он уволен с военной службы, и когда военнослужащий дает оценку о неправомерности его увольнения, у него появляется основание для обжалования. И 10 суток, это у военнослужащего в наличии имеется, если так посчитать, 240 часов, да? И 240 часов. Если в сутки 24 часа, 240 часов, на наш взгляд, у военнослужащего было достаточно времени подготовить жалобу и подать жалобу в установленном порядке. Поэтому здесь буквально необходимо обращать внимание на нормы дисциплинарного устава, когда говорим мы дни, да? Поэтому и последнее, хотелось бы сказать, что в ходатайстве отмечаются отдельные нормы трудового законодательства, но хотелось бы обратить внимание, в соответствии со статьей 6 Трудового кодекса, Кодекс законов нормативно-правовых содержащие нормы трудового права не распространяются на следующих лиц. Военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы, лиц из числа рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов, за исключением лиц, указанных в статье 427 указанного кодекса. Под правоохранительными органами понимаются органы внутренних дел, органы национальной безопасности, по борьбе с экономическими преступлениями, уголовно-исполнительной системы, прокуратуры, таможенной службы. И в итоге просим, руководствуясь статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда, отказать в удовлетворении ходатайства Куламбека Улайбека о признании неконституционными и противоречащими Конституции Кыргызской Республики абзац 12 части 1 статьи 31 Конституционного закона Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах, подпункт 6.1 пункта 186, абзац 5 пункта 187 положение о порядке прохождения военной службы по контракту офицерским составом и прапорщиками в вооруженных силах и других воинских формированиях, законом которой предусмотрена военная служба, а также абзац 3 пункта 91 Дисциплинарного устава вооруженных сил, принятого законом Кыргызской Республики от 7 августа 1997 года. У вас все? Спасибо. Да.